Итак, начнем с разминки. Выпрямляем свои спинки. На носочках потянулись, вправо, влево повернулись и друг другу улыбнулись. 1, 2, 3, 4, 5. Урок пора нам начинать. Я рада, что у вас хорошее настроение, ведь улыбка – залог в любой работе. Пусть на этом уроке вам помогут ваша сообразительность, смекалка и те знания, которые вы уже приобрели. Тема сегодняшнего урока – что такое дроби. Людям часто приходится делить целое на доли. А помните известный мультфильм «Мы делили апельсин»? Давайте сейчас посмотрим, как животные делили апельсин. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Много нас, а он один. Это долька для ежа. Это долька для чижа. Это долька для утят. Это долька для котят. Это долька для бобра. А для волка кожура. Итак, один целый апельсин разделили на 5 равных частей или долей. Доля – каждая из равных частей единицы. Так как апельсин разделили на 5 равных частей, то есть долей, то каждый получил 1/5 долю апельсина. Или, короче, 1/5 апельсина. Вот посмотрите, был у нас целый апельсин. Мы его разделили на 5 частей. Каждый получил 1 часть, 1/5 апельсина. А как все это записывать на языке математики? Ведь если мне нужно будет купить 3 торта или 5 шоколадок, это можно записать цифрой. А как быть здесь? Неужели нужно писать словами? Конечно, нет. Они записываются так. 1/5 апельсина. Когда мы делим натуральные числа, мы используем знак деления. Но в математике есть еще один знак деления. Он называется дробная черта. Соответственно, числа, записанные с этим знаком, называются дробными. Значит, такие записи называют дробями. У каждой составляющей этой записи есть свое название. А как же их запомнить? Число, которое записано сверху, называется числителем дроби. Линия, которая разделяет числа, называется чертой дроби. Число, которое записано под чертой, называется знаменателем дроби. Интересно, почему записываем именно так, а не наоборот? Можно было бы написать 5 сверху, а единицу снизу. Тогда пятерка стала бы числителем, а единица знаменателем. Нет. У числителя и знаменателя есть свои обязанности. Знаменатель дроби показывает, на сколько равных частей мы разделили что-то целое, а числитель показывает, сколько целых частей взяли. А что обозначает слово дробь? Дроби появились в глубокой древности, при разделе добычи, при измерении величины и в других их похожих случаях люди встретились с необходимостью вести дроби, так как результат измерений не всегда был целым числом. В русском языке слово дробь появилось в 8 веке. Оно происходит от глагола дробить, разбивать, ломать на части. В первых учебниках математики дроби так
так и назывались ломаные числа. У слова дробь много значений, но в математике оно имеет особое место. Возьмите целое яблоко. Разделите его на две равные части. Сколько получилось половинок? Правильно, 2 половинки. Теперь разделим его на 4 равные части. Сколько получилось четвертинок? Получилось 4 четвертинки. 3/4 я должна отдать. Сколько частей я отделю и отдам? Правильно, 3 части я отдам. Это 3/4. А если отдадим 2/4? Сколько это четвертинок? 2 четвертинки или 2/4. А теперь практическая работа. Найдите 1/2 километра. Правильно, 500 метров. Найдите 1/5 метра. Правильно, 20 сантиметров. Найдите 1/2 сантиметра. Правильно, 5 миллиметров. И, наконец, найдите 1/5 дециметра. Правильно, 2 сантиметра. Рассмотрим реальную ситуацию. Айдай исполнилось 10 лет. В честь этого разрезали именинный пирог на равные части. 2/8 нужно оставить себе. 3/8 папе. 2/8 маме. И остальное коту. Айдай спросила, а как это резать? Ей сказали, это дробь. Учи. Теперь мы можем сказать, что весь торт – это целое, которое разделили на 8 равных частей. 8 кусочков – это знаменатель, а кусочки, которые мы даем, это числитель. 2 кусочка – айдай, это 2/8. 3 кусочка – папе, это 3/8. 2 кусочка маме, это 2/8. И 1 кусочек. Теперь мы можем сказать, что весь пирог – это целое, которое разделили на 8 долей. Сосчитав количество съеденных кусков пирога, 2 плюс 3 плюс 2 получится 7. Узнаем, что всего съели 7 долей из 8, а осталась 1 доля. Покажем это на рисунке. Желтым цветом закрашено 7 долей пирога, которые съели. Это можно записать в виде дроби 7/8. А красным 1 доля, которая осталась. Это можно записать в виде дроби 1/8. Быстро время пролетело, и идет к концу урок. Так давайте без задержки подведем всему итог. Число под чертой называется знаменатель. Число над чертой называется числитель. Молодцы, ребята! До новых встреч! С вами была Эшанова Гульчихра Маликовна.